Хлубзеква акырепсо ателехуапшра. Апсо телехуапшра яцнацоид аяйра и жухбашукса ахыцра язго апроект ахаквитраз. Ишьяшуицо аефирала хара халатшажоид хайбашра турых. Уятхелу акрзцазго ахтысква. Охатуи хдыратараджа хазат гыларц хтахуб псны яны хатгвабхарала эйбашваз ацейча. Излалыр шахази Ихарадзеги нхыца хашча, абас эйцчакна, мохчалаги, политикалаги, ихадгыларпипш, ихацхрарпипш. Апарткузеги хрылачажует уахатуи хдыратараджа ахаквитраз. Уажинас хастудия джико хасас шердыранзе язгвастарц тохупнас хай чажура зиги хайлибак арцазыхин аурс швехки аясра шхакшу. Добрый вечер, дорогие друзья. Честно говоря, я очень рада каждого из вас приветствовать в нашей студии, в нашем проекте, посвященном юбилею нашей победы, его 25-летию. Итак, у нас в гостях, я постараюсь быстро представить, кавалер ордена Леона Анзор Гов, кавалер ордена Леона Виктор Шхагапсоев, Геннадий Аламея. Помимо того, что он поэт и общественный деятель, ну, можно сказать, он такой один из главных экспертов по Северному Кавказу того времени, это уже точно. Ну и, наконец, у нас есть такой представительный чеченский десант сегодня в нашей студии. Я вот представляю двух кавалеров ордена Леона. Это Шагид Хихоев и Вахид Керимов. И, наконец, герой Абхазии Алхазур Сулейманов. Еще раз добро пожаловать. Прежде всего, вот я хотела бы спросить, Геннадий Шаликович, ну, наверное, с вас начну. Все-таки, какие были у нас вот взаимоотношения с Северным Кавказом на начало войны, на вот август 92 года? Было ли у нас тогда, у них и у нас вот это понимание связи, родства? Я понимаю, что уже что-то было тогда налажено, но насколько этого было достаточно? Психология, Данзер, я хоть мальчики хашти, тюк хану уха, и хад глора цюба, юбха, усана гугран хау, зада псуха хама, зад схрара, хазта завиларку хоть сагна, ханараханги. يعرضي ماخكو جيف حو انزوس ويخبيام تمشوز ويخبيام توبي قولشرز يخبيام توبس ويقو اي وسخن شكن وسخن ابخذ حنالغوز نسي ابخذ وسخن زغوريغزومز ورچر براك قلنا جدان تحسخرات حزغوريغزومز اخا ينقل يا رخته نقل وارغش ناخد يرلم شاشرل نرشيد ويا خرط ويانا حري حزام تصدري ارصوت حقزم وساقزم دري حري حمتو دري حري خد شني بفجي خان وزتخرا ودقم زرحرا يحزخرا ودز وسقي خان ويقمت واربشت ناخي دري حياير دار يا يقولنا بيت حياير زد بسخه مختصني عليه ну чтобы все понимали, я могу сказать, что случилось то, что мир не знал такого факта. С 17 века, когда Байрон пошел в Грецию воевать, как доброволец, взяв с собой добровольцев, 500 добровольцев, пошел на помощь, пришел на помощь восставшим грекам. Вот с тех времен мир не знал, что вот такое количество людей пришли на помощь другому народу. Я всегда говорю о том, что народы Северного Кавказа сделали то, что не любой народ мог сделать сам для себя. Мы до сих пор до конца не осознали, что случилось, что это было за движение, что это было, до конца мы это не поняли. Это было посеяно народом. Все, что было потом, и Ассамблея горских народов, и Конфедерация народов Кавказа, и фестивали, и, не знаю, гастроли театров, это общение, которое, все это был инструмент
для того, чтобы разбудить память крови. Вот то, что было засеяно веками нашим народом в этих взаимоотношениях, это и вдруг дало всходы. Единственное, что было сделано, это, может быть, помогли, вот, чтобы эта память, она ожила, вот что-то, какие-то движения. Но никто не должен говорить о том, что кто-то что-то организовал. Он организовал все народ, а все остальное... Абсолютно, я согласна с вами, но еще раз вот возвращаюсь к своему вопросу, перефразирую его. Вот 14 августа началась война. Все, мы поняли, что на нас напали, нам надо как-то этому противостоять. Вас посылают на Северный Кавказ. Была ли уверенность, что встанут, что придут и помогут? У меня вообще никогда не было никакого сомнения, что... Я поэтому говорила да, что никакого сомнения. И многих здесь приходилось убеждать в том, что это может быть. То есть здесь тоже многие не верили, что там да, но это, кстати, трудно поверить, что кто-то там встанет и придет умирать за тебя. Это даже не удивительно, почему так не верили. Но то, что я увидел, когда я прибыл в Чечню, когда Юсуп Сасланбеков выступил по телевидению и сказал, что горит дом, в котором принимала нас абхазская мать, если есть мужчины, встаньте, в нашем народе, если есть мужчины, встаньте. На следующий день собралось столько людей в Грозном, что если бы они пошли бы, все имели бы оружие, пошли бы воевать, то я думаю, что мы где-то до границы какого-нибудь другого большого государства дошли бы. Это в Грозном, да? В Грозном. Ну, в Грозном... Это, если не ошибаюсь, было 17 августа. Это 17-18. Там уже начали собираться. Грозно это стало спасительницей вот этого всего движения. Я даже я не могу, сокровищницей, можно сказать, потому что все... Колыбелью, я не знаю. Все, кто хотел, там уже граница была перекрыта, кто попасть в Абхазию, они все собирались в Грозно. Это и абхазы со всего бывшего Советского Союза, и, конечно же, адыги, осетины. Ну, все, кто собирался, все они собирались в Грозно. Это было место старта добровольческого движения. Понятно. Вы что-то еще хотели добавить? Мы к политической составляющей, конечно, еще вернемся, но я бы, конечно, хотела, чтобы каждый из вас поделился именно своей историей, как для вас началась война. Но прежде я хотела, чтобы вот у нас есть готовый ролик, я хочу, чтобы нам показали вот именно как, с чего началось. Над грозным городом раскаты гуляет буря между скал. Мы заряжаем автоматы и переходим перевал. В стране, где зверствуют бандиты, горит свободная земля. Приходят мстители джигиты тропой Мансура Шамиля. Помянем тех, кто были с нами, кого судьба не сберегла. Их души тают над горами, как след орлиного крыла. Помянем тех, кто были с нами, кого судьба не сберегла. Их души тают над горами, как след орлиного крыла. Кто наше дерево тронет, мы того лес спилим. Это клятва у нас в крови, брат. Вот это вранье идет по телевизору. Почему говорят по центральному, почему не говорят, что здесь творится, как в Сухуми они грабят, что там творится, почему не показывают, что там спокойно. Мы здесь, мы это знаем, а вот они не знают, для кого это все. Все будет нормально. Я бацара. Обдачаюсь здраво. Я слушаю. Мы приехали вот своих братьев защищать и до конца отстоим
сделаем, что возможно, но мы освободим своих братьев от угнетателей. Это единственный наш момент. Вот когда ты в обрыв падаешь, вот тело твое висит над обрывом, и волос держит твое все тело, чтобы ты туда не упал. Если мы сейчас вспомним, что это Кавказ, что мы одно, один отец Кавказа, мы его дети, этот волос станет как булат крепкий будет, и мы спасем себя. Если мы вот так разобежимся, этот волос порвется, этот волос. И гибель наша настала. Это наш шанс, вот этот, Всевышний дал нам шанс. Кому не хватает? Друзья, если я не ошибаюсь, то все вы без исключения, вот те люди, которые впервые увидели Абхазию именно в 92 году, когда приехали воевать, так? Или кто-то раньше бывал? Нет, все именно в 92-м видели Абхазию. До этого, естественно, не знали, что это такое, только слышали краем уха. Как, в принципе, у всех одна и та же история. Вот, если я не ошибаюсь, Алхазур, вот вы как-то говорили, что вообще Геннадий Шаликович вообще чуть ли не первый абхазец, которого вы в своей жизни встретили. Это так было? Да, так оно там. Ну, я да? И вы тоже? То есть вы все вот этот митинг помните, про который он говорил, или там в Грозном? Да, ты рада обратилась ко мне, я скажу. Гена правильно сказал, не должен каждый человек говорить, что я. Но хоть ему это не нравится, что я некоторые вещи про него говорю, когда я работал, как раз мы коллегами были, замдиректора Грозовского телевидения, мы приехали снимать. Вообще просто снимать. Приехали, какие добровольцы едут в Абхазию. Я со своим другом, Бельфером Володей, снимали, и потом вообще не планировал сюда ехать, как есть, говорю. И потом увидел Гену. Честно говоря, это первый, действительно, не как бы, а первый абхазец, которого живого я знаю по-настоящему таким. И вот эти дни, которые он проводил, спички, это все. Но так получилось, что вот, дословно, короче, его в то время, то, что он сказал, Гена, может, забыл, он говорит, там 14 человек защищает Гумнисицкий мост с ружьями. И 52 танка идут, это его слова были. То думаю, как это так с ружьями можно танки защищать. И так получилось, что мы вместе с ним садимся, когда мы поехали туда, в 12-й городок, откуда отправлялись все добровольцы, и он на какой машине ехать не знал, и получилось, что я его забрал, и мы вместе поехали вот туда, в часть. И там Джохар Дудаев выступал, короче, на пролом, трейде, все добровольцы, действительно, это интернациональные, короче, там были все интернациональные, короче, это вот разные, кто где был, это Советском Союзе, короче, по пространстве, все приехали туда. И когда там, короче, вот его, вот даже, я его немножко говорю, Ген говорит, ты, говорю, абхазцам правду не говоришь, говорю, ему это не нравится. Он немножко кричал на нас. За то, что прошел один день, второй день, ну сразу же невозможно, это оружие, это ехать, это какое-то Россия, государство. Да, ему не терпелось, я понимаю. Он на нас кричал, говорит, что вы так долго, как, ну идут... Будто вы должны, да? А? Как будто вы должны. Да, нет, но смысл в том, что он в скорости времени настолько сильно переживал, он в скорости времени кричал, давайте быстрее это делаем. И вот это мы туда приехали, и вот оттуда... Так случайно получилось, я Джохар Дудаева знал, он мне говорит, ты тоже туда едешь? Но я сказал да, и после этого я попался. И не только Гена на себя... За слова пришлось отвечать, да? Да, и я попался, и мы вот 19 августа, это 7 часов 10 минут, короче, выехали. К матери когда пошли? Там. Да, и к матери пошли, ну это все много, это, знаете, это уже будет я. А так у каждый доброволец, который здесь сидит, с большим уважением к ним, и каждый свою какую-то маленькую лепту несет. А с матери пришлось вам говорить, да, Кен? Это самое, ну там ну по-хитрому я ушел в это самое. Ну все, да, понятно. Да. Я тогда скажу, как раз он так говорит, моя мать, я пришел домой, матери спросил, я действительно, я был самый любимый, я говорю, мама, говорю, там добровольцы уходят в маленькую страну Абхазию защищать, короче, мне что, они правильно делают или нет? Она говорит, правильно, короче. Сынок, короче, сюда езжайте, и я тоже уехал. А потом, когда сестры спросили, почему, говорят,
ты отпустил? Говорит, ну, он говорит, по-хитрому спросил, а что, говорит, если я других отсылаю, говорит, сыновей на войну, как я могу ему сказать, что нельзя? И поэтому я же не один раз приехал, потом я трупы домой возил, один, второй, третий раз, и все разы она обратно отправляла, Да. хотя знала, что я трупы провожу. Да, да. Вот такое все. Ну, вот раз уже о родителях зашла речь, Анзор, это правда, что вот когда вы пришли домой, вот отец вам сказал, что... Нет, тогда это не отец. Мать сказала. А, мать сказала тоже, да? А, все. И вот у вас первыми уехали ваши братья, да. Это вот Заур Боров и... вот. И что она, значит, получается, мама сказала вам, езжай за своими братьями, это правда? Немножко не так, там, во-первых, я был в отпуске, и когда мои братья уехали, а сам Марзи уехал вообще 15-го ночи, был Султан со Сналиевым. 19-го уже Заур Боров был, а отец его пришел домой, говорит, твои братья воюют, ты здесь лежишь дома. Это Заур отец сказал мне. Я 21 августа приехал, маме ничего не сказал. Мать не знала, моя, что я уехал, я просто поехал, говорю, поеду, говорю, на море искупаюсь. Ну, искупался, позвонил маме 7 октября. То есть до 7 октября она не знала, что... Не знала, она думала, я в Москве, то есть дальше продолжаю учиться в аспирантуре. Ой, и когда позвонил ей, сказал, что я, говорю, в Абхазии, она говорит, ну, там же война, говорит. Я говорю, ну, мам, так получилось. Ну, она сказала, единственное, говорит, поехал, с позором не возвращайся. Я положила трубку, все. Вот когда Науржанова убили, кабардинца, и Канукова, их привезли в Нальчик. Как раз я по пути в Грозный, ну, и мне сказали, что их сейчас привезут, и вот здесь гроб поставят прямо перед домом Конгресс, дом Конгресса, да, вот где, куда добровольцы шли. И вот ее уговорили, мать уговорили, ее уговорили, что она выступит и скажет, что зачем наши ребята должны гибнуть где-то там в какой-то стране, в Абхазии, какое мы имеем отношение, в таком духе. Она выступит с такой речью, она согласилась. И все, ну, в ужасе, наши ребята, которые организуют это все. Я извиняюсь, договорилась с ней руководство, да? Ну да. Мы еще об этом тоже поговорим. Время такое было. Да. Ну да, и, ну я тоже уже, ну не знаю, что. И вот она так выступит, и все, на этом там все закроется. И она, ну я не буду я долго говорить, она выступила и сказала, что мой сын спал и видел во сне Абхазию. У него была одна родина, и с своей смертью он обрел вторую родину. Я горжусь своим сыном. Ну, такой тишины я вообще, я не знаю, в космосе может быть такая тишина, вообще ничего не шелохнется. И следом за ней ее сестра Науржанова выступила и говорит, если нет мужчин среди адыгов, я оставляю вам юбку свою, одеваю штаны, иду мстить за своего брата и встану рядом с нашими братьями в Абхазии. Все, на этом все это было решено, все закончилось. Шагит, скажите, пожалуйста, вот ваше решение как было принято? Ну, так было принято. Мы с леса домой поехали за дровами, не знали. Когда в село пришли, ну, село уже быстро распространяется все. Так, Вы в там. августе дрова готовили? Какие вы молодцы. Да, это на зиму обычно у нас. Это не по-абхазски, точно. Нет, у нас там так. Понятно. Ну, домой. У нас, когда снег выпадет. Нет, сперва летом, уже в август на зиму готовишь и куда-нибудь уезжаешь. И, в общем, смывается из дома. Приехали в село, я в центре живу, когда так все, там старики сидят в центре, там круг. Ну и отец строгий был, он никогда ничего не говорил, глазами посмотрит, можно было его понять, что он говорит. Я во двор захожу, думаю, сейчас потихоньку убегу, ничего не скажу, там скрыться. Он там еще двоюродные дядьки, так на меня посмотрел, головой махнул. Я думаю, нет, домой уже опасно заходить, надо ехать быстрее туда. И в дом не зашел, и так, в чем был, вот так и проехал. Поехали в Грозно, встретили, там на 12-й участок был, Десятский. Ну, и раньше, кто во время войны, ну, то есть в армии кто служил, там десант, отбирали. И нас там 18 человек так собралось, и в то время такое одели, оружие, и все, и на десант самолет нас, 18 человек.
Вот он был там, как раз нас посадили. В Хабезе скидывали, в Черкесии. Шамиляне вперед через перевалы на 2 группы разбились, а мы пешком через горы. Чем быстрее, тем лучше. В Хабезе нас скинули, в Черкесии. И так перешли. С числа 21-го на 22 мы уже здесь были. Прямым ходом в Нижние Шеры ушли. И оттуда все началось. Понятно. Там уже и в сентябре сразу ранило. Там, ну, в общем, длинная история. Ну, вот так мы вышло. еще к этому вернемся. Вахид, ну вы-то были, по-моему, совсем молоденьким. Сколько вам было лет? Пришлось у мамы отпрашиваться? Ну, мне было 22. Я знаю, что еще и брат с вами приехал, совсем маленький, да? Там ему 14 было лет. 3 брата нас было здесь, родных. И вы вот 14-летнего тоже с собой взяли? Он за нами приехал, как раз шли шомские наступления, когда он появился. А, потом уже приехал, да? Да. Сперва вот в первую группу, как Шагид говорит, ушел вот как раз с Шамилем, старший брат ушел. Потом я бегал, не знал, как догнать их, как поехать. У кого не спрашиваешь, все вот так вот, суете в городе. Ну да, понятно, вот как да. брат говорит, там не было такого, чтобы лишь бы меня не видели. Наоборот, там было так, Да, лишь бы меня видели. И каждый старался там, выглядеть здоровым, чтобы его взяли сюда. И вот тоже нашел одну такую группировку, присоединился к ним и приехал сюда. Я даже несколько дней избегал встречи с братом. Я знал, что немножко недовольный будет. А потом... А когда маленький приехал тоже? Маленький приехал, потом уже, когда отсюда начали погибших привозить домой, можно сказать, их очень часто привозили. Ну, да. Очень часто. А движение вот это создавалось еще ярче и как бы азартнее все это, дерзко все это пошло, потому что и у абхазов, и у чеченцев испокон веков идет кровная месть. Если же погибал кто-то из семьи или даже из дальних родственников, то обязательно шел другой мстить. Шла вот такое движение. Понятно. Чисто с такой вот, чтобы отомстить. И, конечно же, ты знаешь, ты мстишь и за брата. Если брат твой погиб, значит, он погиб за Абхазию. Значит, ты мстишь и за Абхазию, и за брата. Вдвойне это было, как бы агрессивнее было все это. Понятно. Виктор, ну а вы помните, вы же с Нальчика, если я не ошибаюсь, те митинги, которые там проходили, или вы сразу тоже? Митинги я не помню, я в этом не участвовал. Я услышал и приехал. Я не представляю, как это может происходить. Слышал и приехал. Ну, вы нашли каких-то своих друзей или что? Ну, как-то едешь, не знаешь куда. Что... Я приехал один. Здесь уже... Все, и уже друзей уже нашли здесь уже. И ребят уже увидел, знакомых, друзей, все, и здесь уже вместе начали воевать. А ехали-то как? Это через горы вы шли или уже? Ну, эта история была, честно говоря. Ну, где Абхазия, мы никто не знали. Мы знали Сочи и Черное море. Ну, знаешь, что рядом с Сочи где-то. По карте смотрел, искал, но нету Абхазии. Грузия сразу идет. Узнал, ну, наверное, где-то война идет. В Сочи приехал. Меня высадил таксист где-то, знак, где Веселая стоял. Задлер, выезжаешь. Это числа какие приблизительно были? Ну, я уже после Гагаринского приехал. Ага, все, октябрь был. Это я в рейсе был, как раз с рейса приехал. Я после армии пришел, в рейс уехал с рейса. Как раз услышал, что вот такое идет. Сам ушел, машину поставил, ушел, сел на поезд. Ну, знаю, что до Сочи по-любому надо доехать. И дальше пешком уже пошел. И ребята с поезда, которые сюда ехали, тоже. ШОП, вот как раз они тоже ехали там. И уже вместе с ними попытались через железнодорожный мост. Там, не знаю, российские или русские войска стояли. Да, Гагру взяли, да. Вот так вот. И там попытались нас задержать. Потом мы уже, переходить же надо. Назад же не пойдем.
И пошел напрямую через границу. Там, я уже говорил, прапорщик со своими ребятами решил арестовать. Ну, завязалась драка. Нас попытались арестовать, ну, чуть-чуть наоборот получилось. Так, у вас что, не было документов или что? Или... Нас не пускали. Просто сюда. не пускали, да? Да, нас сюда не пускали. И хотели это арестовать, пока группу ждали. Мы там подрались уже, и с кем дрались, те тоже уже драться не могли. И потом абхазцы, ну, я не знал, два парня, ну, лет по 30, это перешли. Ну, видать, услышали, что там такое, и забрали нас. А паспорта остались там, мы же предъявили паспорта, и у этого прапорщика паспорта остались. Я до сих пор его помню. Это перешли, и как раз где уже на нашей стороне, на абхазской, вот этот круг есть, и там чай, кофе, туда-сюда, мы говорим, паспорта там остались. Они посмеялись, говорят, не волнуйтесь. И пошли, паспорта наши тоже забрали. Вернули все-таки документы? Да, ну там деньги им надо было дать просто. Все понятно. За документы. А то, что нас не получилось задержать, это уже второе. Вот так вот. Все-таки я так думаю, что, наверное, было, да, какое-то у них предписание вот, на границе, все-таки не пускать или как-то минимально пропускать? Не только на границе, это было по всей России. Да. Это не то, что минимально, вообще никого не пускали. 4 месяца. 4 месяца все, что... Это все кого-то брали в заложники, так переходили, там танками перекрывали дорогу около Нальчика. Все это было, но после 4 месяцев, когда весь Северный Кавказ встал, народ встал, пошли митинги, кто пошел в мечеть, кто пошел в церковь. Ну, я знаю, в Нальчике был бессрочный митинг, люди голодали. И когда почувствовали, что так могут они потерять и Северный Кавказ, тогда они начали, наоборот, уже помогать. Где-то в каком-то смысле помогать, а не мешать. Это после 4 месяцев. Вот, я как раз вот хотела спросить, все-таки вот это движение, да, добровольческое, которое вот так вот зародилось и обрело вот такие вот масштабы, оно не входило все-таки в планы Москвы в тот момент, правда же? Оно как-то карты спутывало все-таки. Если я не лишнее говорю, я не знаю, может, время тяну, но 3 сентября в Москве, когда все собрались, все руководители Северного Кавказа, ну, и Владислава, и Шеварнадзе, ну, все. Была встреча, вот там протокол, я, кстати, принес этот протокол, который они должны были подписать, и который заставляли Ардзен подписать. В этом протоколе статья 2 была, где они осуждение добровольческого движения. Было, да, в любом случае они такое осудили, движение. потому что, да, они же... Когда предложили подписать, Владислав сказал, что по 2 пунктам он не может подписать. Вообще это все выкручивание рук, как он это... Все, кто хочет знать историю нашей войны, надо этот протокол прочитать, что с этим человеком делали. Вот, и я горжусь, я просто преклоняюсь перед ним, я не знаю, даже слов нет вот за его поведение там. Потому что в Грозном пошел слух о том, что он, Владислав, на той встрече нас предал. Он осудил добровольческое движение, чуть ли там не бандитами назвал, и такой слух пустили. Но я был убит, я должен был повеситься, но что теперь, ничего не оставалось. Был убит, пока я не получил копию протокола. А в протоколе он просто сказал о том, что по статье 2 я запишу свое особое мнение, потому что я не могу с точки зрения ни нравственной, ни правовой осуждать людей, которые пришли в Абхазию жертвовать своей жизнью ради абхазского народа, ради всех народов Абхазии. Поэтому такую формулу тогда либо 2 статью надо снять, либо я тогда просто, вы позволите мне, я запишу свое особое мнение, подписав документ по поводу 2 статьи. Я надеюсь, что это не нарушит, и он заставил все-таки... Вот я хотела спросить, как его мнение особо учитывалось в итоге в этом? Да, и он попросил там полчаса для обсуждения протокола.
А Ельцин сказал, что полчаса мы не можем. Да, там дайте тогда мы пока чашку кофе выпьем. Да, есть эта известная фраза, вы решите. И он все вернулся, и опять он повторил это, что вот эту статью он не будет, с этой статьей он не будет протокол подписывать. Тогда Ельцин, я не знаю, смягчился или что, он обратился к... Давайте, мы же демократы, давайте мы все-таки пойдем навстречу. В остальном Владислав Григорьевич согласен, вот это уберем, и они убрали это. Но это было спасение всего добровольческого движения и отношения. Я вам скажу честно, я вот то, что я чувствую перед Богом, вот, я не думал о том, что вот будет война, придут ребята, будут погибать здесь. Я знал, я думал так, что мы будем вместе, и против этой силы никто не выступит, не будет войны. Чтобы это все делалось для того, чтобы предотвратить войну. Да. Понимаете, вот это все и сегодня это надо делать для того, чтобы мы должны быть сильны не для того, чтобы потом с кем-то воевать, а для того, чтобы на нас... Чтобы не пришлось. Да. Ну, надо быть сильными, надо быть чтобы вместе. Не пробовали силу. Кстати, вот в подтверждение слов Геннадия Шаликовича, конечно, не все было так просто. Не все было так просто именно, конечно, с руководителями республик, потому что ну, надо было учитывать мнение Москвы, каждом из них, естественно. Но вот насколько вот вы вот это вот испытывали вот на себе? Вот это, я знаю, что там в Кабарде, в Адыгее проходили митинги, где требовали там раздать оружие добровольцам, да, и как бы вот под нажимом, под натиском именно вот добровольцев, даже некоторые руководители говорили, что вот, то, что мы говорим, это нужно для дела, на самом деле там будем поддерживать Абхазию. Некоторые хотели быть сторонними наблюдателями, как-то особо в это не вмешиваться. Вот вы на себе, вот Алхазур, вы на себе как-то это испытали? Это я скажу, раз Гена перечислял вот некоторые моменты с Владиславом Григорьевичем Арзумба, связанные с президентом. Мы сейчас о добровольческом направлении говорим, да? Да, если бы мы добровольцы, я знаю, что мнение многих добровольцев Северного Кавказа, что если бы во главе этой республики не был бы Владислав Григорьевич Арзумба, многие, я так с многими со всеми общаюсь, что не было бы вот такого добровольческого движения ну, мощнее. И так было бы, даже если не было Владислава. Но при Владиславе каждого, мне, например, он вдохновлял личные встречи, кто с ним общался. С ним чаще Виктор был рядом, он знает, сколько он людей всех встречал и так далее, и так далее. Но я хотел бы вот кроме того, что действительно, что вот это, когда вот это добровольческое движение, я сам удивлялся, я вот, ехал в первой машине, в этой Адам Хуаде, вот в этой первой машине ехал, я этих людей в форме, короче, я совсем по-другому жил в этой жизни, но смотрел другими глазами, аналитически смотрел, что же это происходит, почему это все происходит. И, естественно, я это все анализировал, съемки делал, это все и вдохновляло мне. Вот все ребята, которые, я себя даже, хоть я герой Абхазии, я себя никогда не считаю героем Абхазии, потому что я рад, что я познакомился не только с чеченцами, братьями, а все меня знают. Вот, даже лучше чеченцев знают адыгейцы, с адыгейков ребята, с кабардейков, женщины, которые вот здесь свои сыновья отправили. Потому что с ними я общался и много-много общался. И понять хотел суть, почему это все добровольческое движение, это все произошло. И тогда на той встрече, когда и Шанибов сидел, и Константин Константинович, и так далее, вот это Гена сидел, мы сидели, вот мы чуть-чуть заговорились, я сказал, я тогда выразил свое мнение. И действительно, каждая мать, потому что я не отвозил не один раз трупы, и вот эти мини-истории, которые волосы дыбом станут, сюжет для любого фильма, которая мать, когда я привожу на Обухов 21, мать одного единственного сына, она берет единственный сын, она не плачет. Привожу другого, Дудаева молодый, короче, привожу, короче, это Сачко Мартана. Мать там мукой что-то делала, короче, раз. Она так раз только сказала, извините, что я кушать не успела приготовить. Она спрашивает, который из них Шера погиб его сын. Синеглазый был такой, да не могу. Я говорю, который синие такие красивые глаза. Она говорит, назвала его. Ни капельки крови. А потом я что говорю, что самое главное на Северном Кавказе, что произошло, не тогда даже, когда кто-либо зарождал какую-то организацию, а то, что испокон веков Северный Кавказ, дух мужчин,
каждая мать воспитала. Я в лице своей матери, вот, как я могу перед Всевышним даже подумать, почему у моего сына оторвала ногу? Потому что каждая мать Северного Кавказа, чьи трупы домой привозят, я перед ними как буду выглядеть. Поэтому я даже на секунду не задумался о том, что почему у тебя нету ноги. С Ханкарова Хамзата, когда мы даже, хоть он не здесь в Абхазии, но он очень главный, короче, вот это, участвовал, чтобы мы сподвижничали. Это. Ее мать, когда мы на похороны приехали, стояли, она нам соболезновала, что мы потеряли такого брата. Нам, мать, соболезнует, что мы потеряли вот такого лидера и так далее. Поэтому каждая мать Северного Кавказа, вот я почему эти 25 лет в душе держу одно, то, что почему, честно говоря, сам, может, допускал много ошибок в том направлении, что я не столько сделал для того, чтобы чтили память всех матерей Северного Кавказа, которого добровольно отправил сын, не который убежал. Добровольно они отправляли свои сыны. И это не единичный случай, а много. И как-то, короче, хотелось бы, что кто может это сделать, книги написать, фильмы снимать. О матерях. Это о матерях. Именно о матерях. Я с вами согласна, в лице своей матери, от всех матерей. Вот такое мое мнение. Анзор, ну, я извиняюсь, Анзор, ну, как бы все знают, что вы медик, что вы хирург, и что вы первое время были именно в госпиталях, да, помню, вы в Афонском были, в Гагарском госпитале, в Гудаутском, да. А потом, по-моему, под конец вы все-таки там ушли в разведроту, да? Да, в разведроте. Ну, почему вы решили ускорить этот процесс, не спасать ли его все-таки самому? Ну, когда это, ну, не знаю, это, когда видишь, как молодые ребята погибают, как не пойти. А мне уже было 30, я Витьку взяли и просто пошли. А, вы вдвоем ничего даже были, такого да? геройского, просто делали то, что все, не более. Да, я за него скажу, он пошел туда, потому что много ребят не довозили до госпиталя. Он при мне оперировал в лесу. Вот мы ранены... В каком лесу? Там... Это мы около Шубары, да, по-моему? В Шубарах. На Медведе по Гумисте линия фронта шла, а мы за Гумистой были, на другой стороне. И оттуда было очень тяжело вывести ребят, если они были ранены. И вот он оперировал прямо в лесу. Ну, ничего, делали свою работу, да, не более. Понимаешь, вот когда я сказал о том, что не организации, там, не через организации, а вот это ребята, как орудие. Вот он, например, вообще не знал, что есть конфедерация, не знала. И Витя не знал, никто мы не знали. Многие чеченцы не знали, но это просто, это была работа, как работа корней дерева. Где-то незаметно работа шла. Чтобы Нет, это конечно, эта работа тоже нужна была, Геннадий Шарипович. Но я не говорю, что это не нужно. Да, они делали свою политику, не но могу все-таки... собственную песню наступить на горло собственной песни, но это не решающие. Не решила бы, да. Решающие были эти ребята, которые все-таки взяли народ, и матери. Вот, и матери, да. Которые... это все. Вот я тоже случай с баксанским мальчиком, который обманул всех. 16 лет или 15 лет ему было. 16 лет. 16 лет. На 16 марта, это как раз мы вместе шли. Да. Этот мальчик погиб. Обманул нас всех. Да, обманул, здоровенький, погиб. Да. И вот что, все ждали в ужасе, что сейчас в Баксане там будет катастрофа. Как могли там в штабе пустить ребенка на фронт. И что? Старики собрались в Баксане, что сказали? Они сказали, что мы могли бы опозориться, если бы этот мальчик нас не выручил. И он за всех, за нас сделал свое героическое дело, это и он вот нас за село, выручил. да? Вот да, так, село так отнеслось к этому. Честь села, он сохранил этот мальчик. Ну, вот такое отношение, как, ну, еще этот генерал наш, генерал, который, он сел уже в автобус в Нальчике, я тоже был там, в автобусе, жена его подбегает с ребенком, с маленьким ребенком, и она говорит, я не могу, куда ты уезжаешь, как я буду воспитывать ребенка, там совсем маленькая девочка. И он говорит, ты что, не можешь воспитать ее, не можешь, это самое, дай мне ее сюда. Он ее у нее забирает, и автобус отъезжает. Мы вдогонку, там все, нет, ни за что. Он привез ее в Гудауты. Она была первая доброволица, вот сейчас она в Германии находится, ребенок, он ее сюда привез. Такие истории. Потом и мать приехала. Наши добровольцы воевали самоотверженно, помимо этого
еще и с танцами, и с песнями. У нас есть вот ролик следующий, я хочу, чтобы мы вместе посмотрели, дальше уже продолжим наш разговор. Вставайте, вставайте, Кавказа, сыны, нам танки и пушки врагов не страшны. Свободу добудем в бою мы себе и верим, Всевышний поможет в борьбе. Ойра, ойра, ойра. بجوث جوم وعشر زكي شما أخوة بجوث زمزة في زيشما أدهى للساوة نعيد وشلا Ойра, ойра, ойра. Kavıcı jıta kurban bırdvayen çoy hoyama kurban bırdvayen çoy. Кстати, хочу сказать, что вот, ну, обратить на это внимание, что вот я, когда звонила вот Анзору Гову, чтобы договориться о нашем эфире, у Анзора на звонке стоит как раз песня «Вставайте, вставайте, Кавказа, сыны». У меня аж мурашки пробирают, думаю, лишь бы он быстро не поднял эту трубку, чтобы еще немножко послушать эту музыку. Ну, конечно, вот то, что, да, мы видели, Шамиль Басаев, Гена Карданов, Хамзат Ханкаров, ну, я тоже была очень, мне было 18 лет, но я просто я знаю, что вот эти имена, вот эти лица, это то, что нас вдохновляло и вселяло, ну, реально уверенность в том, что мы не одни и что мы действительно что-то можем. Вообще, конечно, значение вот этого добровольского движения переоценить невозможно. Вот были, конечно, у нас уже был в студии Игорь Гургулия. Я не знаю, по-моему, Геннадий Шакович, вы, наверное, смотрели, может, этот эфир. Он рассказывал, как в селе Кочра, на Восточном фронте, вообще добровольцы, вот, многие очень убеждены в том, что именно добровольцы, и слухи о добровольцах спасли очень много сел Восточного фронта. Да. Он вот рассказывал, что прежде чем вот мы хотели пойти на Кочру, говорит, и слух о том, что, говорит, Шамиль Басаев со своими там головорезами, чеченцами идут, говорит, привел их к тому, что они сами взяли, даже без боя, сдали село и ушли из села. Это реально был случай. А вот буквально у нас перед эфиром, у нас редактор нашего проекта Астанда Кецпа, она сама из села Джгерда, она была во время войны совсем тогда еще девчонкой, и она сегодня вспомнила одну историю. Она говорила, что вот как раз из села, у нее отец был председателем колхоза, а вот из села Кочра председатель колхоза, я даже фамилию его где-то записала, Мхеидзе, да, он с ним связался и спросил, но он был там полуабхазцем, что-то у него какие-то абхазские были, какое-то родство, и он говорит, слушай, говорит, там на вас должны напасть, имейте в виду. Ну, Джгерда — это горное село, и он говорит, хорошо, спасибо, там, что предупредил. Он говорит, а вот говорят, говорит, слухи, что у вас 400 чеченцев там сидят, и это самое, это, говорит, правда?
И он, говорит, сразу сообразил и сказал, какой, говорит, 400, тут, говорит, 800 чеченцев сидят, говорит, вся моя ферма, говорит, них, я уже, говорит, скот весь свой зарезал, чтобы их кормить, говорит, уже, говорит, и скот не остался, говорит. Столько, говорит, у нас чеченцев, говорит, понимаете? Ну, это всегда... Да, вот на самом деле я хочу сказать о том, что вот откуда вот эти слухи, вот это получилась такая вот ложь во спасение, да, вот эта ложь, вот эта святая ложь, которая, я не знаю, там вот там уши отрывают, голову отрывают, я понимаю, но все это играло на вот эту информационную войну тоже. То есть, самое интересное, вот скажи, вот мне интересно, как вы думаете, откуда все-таки это было какое-то целенаправленно, мы что-то делали, чтобы были вот такие слухи, чтобы они боялись, потому что там какие-то там чеченцы, где-то они не знают, кто они такие, они их боятся. Или это случайно все произошло? Вот как, можно я вот что вы думаете, Вахид? Почему все-таки вот это вот произошло? По этому поводу я не думаю, я знаю некоторые такие моменты. Я хотел все равно, вот предыдущие были там вопросы, там немножко ответить на это. То, что когда Россия реагировала отрицательно на то, чтобы мы сюда приехали, как на нас это воздействовало, вот лично ну, вам надо было сразу сказать, что я хочу сказать. Да, но все равно, да, лучше поздно, чем вообще молчать. Да, я слушаю. Были, да, очень большие были такие движения против того, чтобы сюда вы на себе это чувствовали, добровольцы пришли, да? Ну, ребята, когда как-то каким-то образом живыми, когда добирались в Абхазию, они вздыхали, как будто действительно в советское время они пришли на курорт. Наконец-то мы на войне. Понимаешь? Вот такое было. И еще второе, Алхазур говорит, что если бы не Владислав Арзин, бы там такого бы не было, там, это, конечно, правильно, но мы очень глубоко верующие люди Всевышнего. Всевышний Аллах в своих хадисах так передает, прежде чем человеку дать какую-то болезнь, он создает ему лекарство. Только после этого ему болезнь. То есть, если он нужно, лекарство найдет, то болезнь излечивается. Также и прежде чем что-то начинается в Абхазии, Всевышний дал нам Владислава Арзема. Понимаешь, вот такого человека. Потом уже все это пошло. Также и везде. Прежде чем что-то случится, Всевышний дает на это... Здесь я с вами согласна, что Владислав это, конечно, подарок Бога и судьбы для нас, это однозначно. Вот, он больше всех, по-моему, может сказать. Мы к этому вернемся, у нас там будут еще... к добровольцам относился. Это мы еще вернемся к этому. У нас есть, кстати, кадры с Владиславом. Да. А как по поводу вот этих вот слухов все-таки, откуда они появились? Это все-таки было специально, как-то создавались? Я понял, да. Или это случайно произошло? Я услышал, есть такой рассказ. Из этих раздули. Есть такой рассказ. Муж домой шел, нашел яйцо, говорит, принес домой жене, говорит, нашел я вот это яйцо. И когда вот этот слух дошел до короля, скажем, да, до владыки, который этим все, там уже собралось с одного яйца 1000 яйцо, говорит. И его вызывает, говорит, он, говорят, ты нашел по дороге 1000 яйцо. Как это так? Что там было? То есть это с одного, пока до него дошло, там с одного яйца получилось 1000 штук. То же самое, вот как Шагид говорит, были случаи, потому что ребята знают, все знают, на войне, если ты будешь стоять, наблюдать, или кто это что делает, или кто что-то там, кто-то делает, это уже получается не война, а просто ты уже никуда не пойдешь, ты на месте встанешь. Поэтому ты идешь вперед, у тебя есть своя цель, и ты твердо убежден в этом. Но если рядом не имеет значения чеченец, кабардинец, абхаз, разницы нет. Если рядом стоящий твой брат боевой, если погибнет, то, конечно, тут не только уши, голову. Ты все, что ты уже в состоянии эффекта, ты можешь, ты, конечно, и отрезать можешь, а что еще, погладить, и можешь памятник его поставить. Шагид, вот вы сказали, я извиняюсь, что-то я хочу брать в наше Были такие случаи, были, но не настолько много, как эти говорят, но были случаи. А вот Шагид сказал, что как-то у вас реплика была, что все-таки специально тоже это делалось. Это вот такие приемы все-таки войны такие нужны, да? Эти случаи были.
Это, а потом из них раздували. Мало, чечен на нас. Там же и кабардин, и все же были. И все эти шишки кидали. Ну, случаи были там, единичные, все, резали их, это, ну, сам был там. Ну, Рада. Я лично сам был, ну, такой же, правда, есть правда. Ну, раздували против. Вот это. Я, например, а со злостью, ну как, он, боевые товарищи, он, кабардинец, вон все сидят с ними, вон. Видишь, знаешь, что точно тот же, и он, как, от злости уже отрезали. За него мстили, а вот оно теперь. Ну, случаи были. Вот чересчур раздувалось это. Ну, это все было... Ну, это все не было связано именно с чеченцами. Да. Я, наоборот, знаю о том, что вот и Шамиль, тот же жестокий, о котором так рассказывает, он был категорически против жестокости. Да. Если вы помните, он предостерегал, у него уже в команде были не только чеченцы, были, он же интернационал собрал, все были предупреждены никакого зверства, потому что он, я это помню, это на минутке, когда он сказал, что если человек ожесточается, вот, ну, из-за жестокости врага, он сам становится таким, он может уже мало чем отличаться от этого жестокого врага. Поэтому надо держать себя в руках. Это я помню. Да. Так что, ну, то, что мы преувеличивали. Ну, это сыграло нам на руку в любом случае. Вы хотели добавить? Личный диалог с Владиславом, короче, я это не ожидал. Я, как сейчас вот здесь, когда показывают, дед Хасан, короче, и Курейш зашли к президенту Владиславу, короче, когда еще в Гудаутах вы находились. И Владислав мне говорит, Алхазур, говорит, ну, домой поедете, вот почему я вообще добровольческого движения вообще сильно остался, ну, домой поедете, говорит, 100 чеченцев привези, говорит, в Папахах, говорит, мне. А я говорю, Владислав, зачем Папаха, говорит, чтобы они издалека знали, говорю, что там чеченцы. Чтобы видно их было издалека. Да, издалека было, психологически что. А потом вот я действительно домой поехал, и вот моя боль моей жизни, не моя нога, а боль моей жизни, я по чеченскому телевидению выступил, и вот дополнительно 100 человек сюда привез. Ну, где-то 23-25, я вот этом ошибаюсь, это путаюсь немножко, не довезли. Нет, вот здесь они это погибли, короче. Но Владислав, вот когда вот это бы вот когда ногу оторвало, высоту убрали, и психологически это вот, ну, в то время Эмма Николаевна Анкваб, это в газете описано, вот мы высоту убрали, я кричу, а слышимо же вверх хорошо же, и я вот там четко кричу, кто со мной в бой шел, они четко знают, чеченский батальон слева, кабардинцы справа, я называю все батальоны, которые даже нету всех столько. Я это кричал, что вот мы идем, а вот после этого действительно психологическая атака на грузин очень сильно шли, когда они видят, что добровольческое движение, кроме абхазов, абхазы, естественно, повязки эти зеленые появились. На повязке это, что вот мы шли, вот добровольцы, вот это вот психологическую, короче, да, давку делали. Ну и самое главное, наши помощники, не в обиду грузинского народа, это с кем я дружил, но они настолько, короче, трусливые были, что сами они это придумывали, из количества добавляли, как Ваид сказал, добавляли количество, и сами бежали часто. Это такой момент был. Да. Виктор, а вы чувствовали на себе вот этот вот ореол героичности, который был вот вокруг добровольцев? Я когда сюда приехал, я больше всего боялся перепутать абхаза с грузином. Прекрасно. Да. Для меня они были одинаковые. Я не герой, я почему шел впереди, не пускал вперед себя, потому что для меня все были одинаковые. А потом уже спустя, когда мы все познакомились, я на лица уже всех ребят знал, тогда я был спокоен. Для меня больше всего... Неужели мы так похожи? Или вы по акценту потом начали отличать? Нет, ну в бою, говорит, какой акцент? Это факт. Я боялся перепутать и убить своего. И все думали, о, Виктор герой. Нет, я просто боялся впереди не перепутать никого. Анзора, вы сразу абхазов начали отличать? Или... Ну, он как врач должен был не различать. Мне привозили и грузины, и пленных, что люди все на операционном столе все одинаковые. Ну и вы как врач свой долг выполняли, понятно. Друзья, ну, добровольческое движение, как бы, да, вот был август уже 93-го года, когда, ну, уже спустя, да, столько лет, можем сказать, что был такой хорошо продуманный
такой маневр, да, когда мы подписали соглашение, было перемирие, и мы с таким вот значит, торжественно провожали добровольцев в августе 93-го года. Вот, ребята здесь смеются, но это надо было сделать. Я лично вот помню, сейчас мы покажем кадры с этого митинга. Алхазур, вы, кстати, тоже там выступаете. Я помню, я сама делала репортаж оттуда, я все время я была, кстати, молоденькая, я все переживала, как мы без них, как мы останемся, как мы без них. И мне так тихо говорили, так надо, так надо. Итак, я режиссера прошу показать вот следующий ролик наш. Мы одной крови. И это святой наш долг помочь брату, сестрам, родным нашим. Я благодарю тех ребят, русских парней, с Ленинграда, из Москвы, с Воронежа, которые сложили за эту землю головы. Казаков, которые встали плечом к плечу против подлого врага. А сыны гор, это вы все, сыны гор, это святая обязанность каждого защищать брата, сестру, детей наших. И это должны мы делать всегда вместе. И каждый из нас сегодня понял, что наша сила в единстве. И никакая сила нас не одолеет, если мы будем едины. Мы должны жить в мире, и как здесь было правильно сказано, только в дружбе, в единстве, в едином кулаке наша сила. Братья, после таких слов, я знаете, что хочу сказать. Легче мне в бою было бы выйти сейчас из Грузины воевать. Кто находился с этой стороны, боролся за правое дело, тот человек был прав и знал свое святое дело. И у него не было национальности. Мы духом были все вместе, и поэтому победа была за нами. Говорят, через 2-3 месяца спокойно, короче, а мы вот там в Гаграх 30 человек нашлось. И вот здесь мой земляк, мы уже здесь футбольную команду организовали. И Безрукова еще вратаря найдем, и мы будем еще в футбол играть. С победой вас всем! Мы сделали великое дело. Впервые за 200 лет кавказцы смогли вместе, я как сказал, и мне очень приятно с казачеством, и вместе с прекрасными людьми из России смогли все-таки защитить слабого и завоевать общую свободу, общую победу. Это победа не только Абхазии, это победа всего Кавказа, это победа всех здравомыслящих людей. От имени добровольцев Чечни, это может быть скромный подарок, но здесь символика на часах, чеченское знамя и герб, подарит от имени добровольцев Чечни председателя Верховного Совета Абхазии Владислава Григорьевича Арбина. Дорогие наши братья, сердечная вам благодарность, низкий поклон матерям, всем вашим близким, отцам, детям, которые имели мужество послать вас сюда, чтобы защищать маленькую Абхазию. Земной поклон народам, которые воспитали таких героев. Я уверен, что в самом ближайшем будущем вы вернетесь сюда не для того, чтобы защищать уже Абхазию с оружием, а для того, чтобы почтить память своих братьев, которые пали на этой земле, чтобы вместе с нами строить новую Абхазию и вместе с нами радоваться жизни и счастью. Спасибо вам, счастливого вам пути, дорогие братья. Ну что, как... Вот такую роль, еще такую роль, вот, и после этого они, когда прощались на перекрестке, кто на Дон, кто в Чечню, кто в Кабарду, ну там был круг, на кругу не прощались. Это было такое братство,
Надо было видеть, если кто там не был, я вот все эти встречи организовывал. И, ну, и когда... Нет, ты смеешься, но я имею в виду, вот когда... Я смеюсь, потому что я помню у них свои истории, видимо, с прощанием. Валерий Мухамедович Коков в Нальчике обнимал Шамиля, ты был тогда? Вот. И это вот когда после августа, когда они приехали, да, уже? Братан, я после этого думал, что никакой войны уже на Кавказе не будет. Ну, это было, что это, ну, вернуться эти добровольцы в Абхазию, это все было ясно, но вот такое братство, вот это все-таки на... Ну, я вот уже сказала, что это был, конечно, понятно, мы уже понимаем, что это был... Многие тогда не понимали, для чего что, но это был продуманный политический ход. Вот я хотела вас спросить, вы тогда вот уехали, и когда вы вернулись? Все-таки. Все вернулись. Но вы официально все-таки уехали, показали, да, что вы уехали? Мы среди раненых вывезли. Автобус отдельный был для раненых. Приехали, прибыли в Кабарду вы, да? Мы их положили в больницу и сразу же в автобусе вернулись. И на второй день даже вернулись, да? А у вас как было? Да, ну вот я имею в виду вот после этого. Через 23 года. Нет, тогда, когда ты ушел... Я имею в виду ушли. После... Да, показательно. Когда... Вы уехали тогда вот с... Нет, я остался. А, вы даже не уезжали? Нет, все, вы до конца войны здесь находились? Остался. Вахида, у вас как было? Ну, мы с ребятами поехали и обратно, если честно говоря, вернулись мы почти, можно сказать, с таким трудом, как и в первый раз. Потому что мы могли бы и не доехать. Были такие случаи. Не доехать, в смысле, в Абхазию, когда уже? Домой. Потому что были препятствия, чтобы мы не доехали домой. Это все не говорится, но это все было, чтобы мы не доехали. Потому что нас считали, и после Абхазии нас считали самым, ну и самым таким уже подготовленными бойцами, которые могут всегда устоять за свою родину, за свой народ и за любой народ, который будет вставать и бороться за свободу. Для нас, чеченцев, свобода — это все. Мы всегда за свободу и погибаем, и всегда из-за этого у нас все это получается. И мне кажется, не в обиду сказано, ребята, но все мы знаем историю, как нам, что такое свобода, это, мне кажется, никому не понять. И тогда тоже здесь было первое, что донесено, это что в Абхазии совсем мало людей стали за свободу, за свою свободу, за независимость, за правоту. И это тронуло всех, потому что мы сами еще не вышли с этой борьбы, которую подняли за свободу. Тогда уехали, и я лично, после того, как уехал, я до дома доехал. До дома доехал, и где-то через неделю я вернулся. Алхазур, ну вы тоже торжественно попрощались. Там даже есть танец, где вы станцевали, мы его, правда, не включили, но вы уехали тоже. Да, мы уехали. Вот то, что сейчас Ваид говорит, я мысль продолжу. Я всегда, когда в Гагарах провожу, короче, туристический, как Джикварское наше ущелье, и когда мы в Джикварское ущелье едем, у нас есть улица русских добровольцев. Не в обиду всем другим добровольцам. Я всегда всем кабардинцам, адыгам, всем говорю. Я когда председателем столько лет был, самое сложное было, короче, именно мне. Почему? Потому что, как Ваид сказал, мы были в собственной стране, ну, как сила, которая неизвестно, как себя поведет. И мы не могли праздновать, короче, что вот кто-то вот герой Абхазии. Честно говоря, в то время у нас было решено, медали вообще никто не получает, потому что у кого есть медаль, это наоборот было, короче, опасно. И поэтому, короче, вот мы все, которые здесь в Абхазии прошли, и все время были, вот дома, мы называемся как афганцы, мы называем нас дома, меня абхазцем называют. Я даже по телевизору выступил, не говорите, это самое. Но до сих пор, это и до сих пор продолжается, вот сейчас только вот это небольшие вот, проблески того, чтобы у меня большое, короче, просьба была, короче, председателю нашего парламента, короче, Дуквахи, всем, чтобы кто здесь погибли, ребята, они погибли хотя бы до первой чеченской кампании. Поэтому они не могут быть террористами этой войны. Давайте мы хотя бы их уважим. Вот такое мнение. Но так как у нас вот политика была, ну в политике много не все состыковывается, поэтому вот это все тонкое, что вот нам, чеченцам, было
чем всем остальным, короче, очень сложно быть добровольцем. Поэтому еще маленькую одну вещь, такую ремарку сделаю. Даже, короче, Кабардинская улица есть, все улицы есть. Но у нас в Абхазии есть только завуалированная, короче, Войнахская улица. Да. А даже... Но это в Сухуми у нас есть и Войнахская, Кабардинская, Дыкская. Но чеченская нигде нету. Это просто так слово. У нас есть еще один ролик, я хочу, чтобы мы его посмотрели, и мы же будем завершать. Это уже послевоенное время. Впервые в нашей истории присваиваем звание генерала двум нашим военачальникам. Первым генералом Абхазской армии по решению Президиума Верховного Совета Абхазии стал исполняющий обязанности министра обороны Абхазии Султан Сосналиев. Служу народу Абхазии. Столь же высокой чести удостоен Сергей Платонович Дбар, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики Абхазия. Ну, о Султане Асланбековиче, конечно, много очень сказано. Я сейчас не буду на этом очень останавливаться. Конечно, это просто великий человек, которым как-то удивительно сочеталось и мужество, и благородство одновременно. Но именно вот, Алхазур, вы как раз говорили об отношениях Владислава к добровольцам. Я хочу немножко на этом остановиться. Даже здесь видно, когда вот он просто обнимает, да, Сосналиева, вот это его чувства перебирают, и тем не менее он себя как-то останавливает. Ну, Анзор, я знаю, что вы были рядом с Владиславом, ну, последние, вот самые тяжелые годы были рядом с ним. А вот то, что вот, Виктор, насчет вас, я вот совсем недавно узнала. Все-таки вот этот вопрос, как он относился к добровольцам. Вот, и неудивительно, что именно, Анзор, тоже вот и вы были рядом с ним, самым таким, можно, ну, уже не будем этого бояться и скрывать, приближенным к нему человеком. Вот все-таки как он относился? Ну, как он относился? Я хочу, чтобы вы, Анзор, об этом сказали. Ну, он нас любил. Шеф. Это был шеф. Я знаю, вы его всегда шефом больше не называли. могу ничего говорить. Его фраза какая была? Псам я панапа. Честь дороже жизни. Честь дороже жизни. И он говорил это на чистом кабардинском. Да. На дыкском. Как Геннадий Шаликович любит говорить. Действительно, это. Он даже эту фразу написал. Я ждал, он вот, написал без ошибок на кабардинском эту фразу. Конечно, он всегда говорил, что... Ну, это был Владислав Григорьевич. Виктор, ну я знаю, что вы в охране были у Владислава. Ну, я понимаю, что тяжело говорить, но хотя бы вот немножечко, просто в двух словах, что для вас это вот значило? Ну, для добровольцев, что он значил? Это когда добровольцам говорили Владислав, все просто радовались и улыбались. Что? Ну, это солнце. Без ночи, постоянный день. Он мужчина, он кавказец. Он также кабардинец, чеченец, дагестанец. Он кавказец. И у нас в Кабарде его называли президентом Кавказа. Понимаете? Я не знаю. Это надо иметь у Аллаха такое счастье, чтобы этот человек родился у вас здесь. Вам очень сильно повезло. Да, Нам завидовали, нам русские говорили, вот 160-180 миллионов, у нас не нашелся такой, какой у вас. Наши женщины, когда он приехал, стояли в очереди, чтобы к нему прикоснуться. Да.
Это когда он приезжал, да? Да. Уже? Да. В очереди стояли, чтобы было ребенка такое. коснуться. Вот они приближенные были, да, вот Виктор, вот они рядом с ним были. Не приближенные, а стояли рядом находились, ну, близко были. Ну, не будем бояться этого слова. Но я, это честь, это честь. Что хочу, Анзор. вот нашего батальона, это Аюб Кучер, да, Муха был, отлично. Ну, он просто у нас завхоз был. Ну, вот просто он, ну, командир нас может пойти к Владиславу с какими-то вопросами встретить. Но он просто любил злоупотреблять Владислава добротой. Вот когда вот они знают это, вот ни разу, даже он, мы его ругали, не иди к Владиславу, он пойдет к нему. Владислав выходил на улицу, помнишь, всегда спускался до машины, вот так возьмет, до сердца руку проклонится этому добровольцу, он даже имя мог, ну, никому, ну, да, мог не знать, запомнить. конечно, уже всех Трудно, не мы не знать, запоминаем свои друг. Но к каждому добровольцу относился, вот Виктор не даст соврать, вот так он относился. Всегда до машины провожал. Никогда, короче, за своим столом, даже потом, будучи президентом, никогда в жизни он, короче, добровольцу, чтобы уже даже не то, что там, когда президент здесь сидел в Сухуми, он, короче, вот за дверь проводит, поклониться, тогда только уходит. Так что вот это. Друзья, мы уже завершаем нашу передачу. У меня есть последний вопрос. Я хочу, чтобы каждый из вас вот, коротко ответил. Ну как бы мне сказать, вот, не сожалеете вы о том решении, которое каждый из вас принял 25 лет назад? Ведь судьба каждого из вас могла бы сложиться по-другому. Просто, вот, знаете, вот если передача существует, детектор лжи, да, вот я недавно об этом думал, да, вот многие вопросы, как чеченские, там это, короче, когда обращаются, естественно, да, зол бываешь, все было. Да. И потом я подумал, короче, вот бывает много даже абхазов, зачем я воевал, и я никогда не позволил себе вслух сказать, ни один человек в жизни не слышал, почему я ногу потерял за Абхазию. Но потом вот это где-то, короче, полгода назад у меня пришло вот это желание на детектор лжи. Думаю, какой же вопрос мне задали бы, чтобы я вот знать правду, как я думал. И мне какой вопрос был бы такой? Что я хоть один раз за Абхазию отдал ногу, я сожалею об этом или нет? Я подумал об этом так. Я даже вот я не знаю, что я подумал так. Вот надо, короче, вот вопросы, какие решаться должны, это отдельно. Нога отдельно. Все. Понятно. Вахид, как вы ответите на этот вопрос? Ну, о том, что сожалею или нет, тут ответ однозначен. Нет, конечно, не сожалею, но я тогда думал и сейчас думаю, хотя, конечно, это только мои мысли, сожалею о том, что мы не дошли до Тбилиси. Понимаешь? Не надо было ответом, удару ответить ответным ударом, а надо было, мне кажется, 2 раза ударить. И надо было дальше и дальше. Ну, это уже по-настоящему это виднее было. Они сказали, стоп, мы остановились. А сожалеть, это тут и говорить не надо. Никакое сожаление. Понятно. Шагир, я вас слушаю. Что вы скажете? Ну, что я здесь инвалидом всей этой войны, ни в чем не жалею. Вы бы все это повторили бы? Повторил. Прошли бы через это все? Прошел бы. Понятно. Прошел бы и сейчас. Надо, и сейчас пройду. Но назад нету дороги. Вся жизнь найдет. И вперед только. Анзор, ну и у вас могла бы жизнь совсем по-другому сложиться. Вы ни о чем не жалеете? Я грамм не жалею. Все, коротко, Виктор. Все сказочно. А у Гена спросите. У Гены, конечно, безусловно, Геннадий Шаликович, конечно, последним я вам предоставляю слово, а вы не жалеете за все, что вы сделали. Ну, тогда и продолжайте делать сейчас. Рада, я опять говорю, это не ложная скромность. Сделали все, те, которые уже не могут испортить своей жизнью. Вот те, которые лежат вот так, они все сделали. А я, например, это не скромность, просто я долг перед добровольцами, перед их детьми. Я чувствую свою вину перед многими людьми, которые, может быть, не по моему призыву, конечно, не пошли воевать, но все равно, может, я причастен к тому, что
они не вернулись домой. Это я не могу... Это меня сильно угнетает. Психилисхо, яйвакисхо, бриопсхо, дзиги, абризахава. Ус ярмарина, бришезм худсен ярмарина, бас я حرحوال ركن أبريعني تخو بس لخنزنير من حكم وأيشر أشياء وسويت أيشر وسويت يخا خجيجي هاي بسوتش خيدو بري خد بخارلا يعز وصل $1 أرادزغت في رتفينا بزين وصل وخيطلر اللي شي موجود بحالهم يرتفيدزنا خدشكوا خدش حق بحالهم لكشيء بحلم ورد سخشتر حسفوت متشبحة برت داري بزي زنجيوس رويت أي بشراش تخكي وبرخ يرتاو برت يرخز قلو بس يعرض وبس تسنك يا شيخ بالنسبة لك تورخ وبرخ يشتا حلقة ربحي جس زارت لسكا يتسوى حس حزوم يسحو كذا تشوك شاي وبس أحسب أبريه حجار تحقارت برت ربخة حقولا خارح ربخة خارش رد مزيف рабха хара хадам гуахца. Лично я вот после войны, да, уже когда услышала, что погиб Хамзат Ханкаров, я просто разревелась. Вот честно, я не была с ним лично знакома, но это был такой вот символ того всего, через что мы прошли. Я еще раз повторяю, конечно, переоценить то, что сделали добровольцы, просто невозможно. И дай Бог, вот сейчас Геннадий Шелькович это сказал на абхазском, я просто скажу это на русском, чтобы дай Бог нам понимание, чтобы мы все это на самом деле оценили. Спасибо вам всем большое. Я понимаю, Алхазур, вот мы с вами много про это говорили, на сегодняшний день много чего, от чего бывает грустно, от чего бывает там, вот это чувство несправедливости и так далее, но все-таки что было сделано все-таки, ну, не зря. Я очень хочу вот в это верить. И спасибо, и все это сделано было именно для будущих поколений, как сказал. Главное, чтобы детей... Чтобы они это поняли. Главное, оценили, детей, да, добровольцев сделать причастными к этой земле. Что это их земля, что это их отцы. Спасибо всем вам большое. Мы завершаем наш эфир. Спасибо нашим зрителям, которые были эти 1,5 часа вместе с нами. Мы встретимся с вами в следующий понедельник. Держал.